Константин, добрый день. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, кого бы ты мог назвать в качестве своего любимого учителя, либо любимых учителей? Я учился в Вологодской области, город Грязовец. Школа-интернат третьего вида для слепых и слабовидящих детей. В качестве своих любимых учителей я могу назвать Капустину Веру Ивановну. Это учительница русского и литературы. Также я ходил в поэтический клуб «Лира», которым руководил данный учитель. Также Шевченко Светлана Алексеевна. Она преподавала предмет социально-бытовой ориентировки. Мы очень часто собирались в ее кабинете с ребятами из других классов, общались, учились некоторым навыкам массажа, так как она еще работала в школе массажистом. То есть ученикам школы делала массаж. Вот. Помогали читать ей работы по Брайлю, смеялись, шутили. Ну и вот еще также очень хорошая учительница была обществознания и истории Шалашова Татьяна Евгеньевна. Очень добрый человек. В чем это выражалось, например? Предыдущая учительница, она не разрешала пользоваться конспектами, которые ты записывал на уроке. То есть ты должен был все держать в своей голове, и даты, и годы, и все. А это преподаватель разрешала, если ты записываешь. И я считаю это правильно, потому что я записываю урок, у меня не впустую прошел, у меня есть свой какой-то конспект, подробный или краткий, это уже дело мое личное. Главное, чтобы я мог им пользоваться. Вот. Также она не стремилась по своему предмету как-то вот... У некоторых преподавателей, к сожалению, бывает такое, что они стремятся, сказать, ученика завалить вопросами. Вот. А эта преподаватель, она стремилась наоборот помочь. Причем не так открыто просто, а задавала какие-то наводящие вопросы. Если человек что-то вот выпустил в своем рассказе, что-то подзабыл, она помогала наводящими вопросами. И сразу как-то вот очень чувствовалось вот тепло, это отдача, добрые, хорошие отношения. И всегда я стремился, многие другие ребята из моего класса, чтобы вот преподавателю по истории было хорошо. То есть радостно было то, что мы любим ее предмет, любим как учителя. И у нас всегда очень были хорошие отношения. Вот. Спасибо, Константин. А из поэзии кто тебя больше всех импонирует? Ну, вообще много. И Пушкин, Лермонтов, Есенин. Но больше всех, поскольку я учился в Вологодской области, как я ранее сказал, Рубцов, Николай Рубцов, это вот вологодский поэт. И я занял первое место. Был издан сборник стихов поэтов Вологодской области. Вот. Ну, может быть, поэтов это громко сказано, но людей, которые была дана тема написать что-нибудь про Рубцова, о Рубцове. Ну и так получилось, что мое стихотворение, которое я написал, заняло первое место. И строчкой из моего стихотворения была названа книга «Моя душа горит» строкой Рубцова. А сейчас ты сможешь его прочитать? Да, конечно. Пожалуйста. Зима, зима, крещенские морозы, и сразу слово молнией Рубцов. Я разгребаю суеты заносы и собираю вереницы слов. Вот жил поэт, а вот его не стало. Как не люблю такие фразы я. Ведь если слово жило и страдало, причем здесь смерть, поверьте мне, друзья, поэт не умирает, живо слово. Пускай я новых истин не скажу, моя душа горит строкой Рубцова, и этим мигом в жизни дорожу. Замечательно, отлично, молодец. Вот спасибо огромное Вере Ивановне, которая у нас вела русский, литературу. Также вот замечательный был создан
клуб под ее руководством, поэтический клуб «Лира». 7 декабря в Доме дружбы народов у нас будет вечер памяти Прасковьи Ивановны Чисталевой. Приглашаю тебя. Спасибо огромное.